Здравствуйте, меня М. Тучубековна. Предмет «Основа педагогического мастерства», тема «Искусство педагогического общения». Профессиональная деятельность воспитателя невозможна без педагогического общения. Педагогическое общение представляет собой систему взаимодействия педагога с детьми с целью оказания на них воспитательного воздействия, формирования педагогически целесообразных взаимоотношений и самооценки ребенка, создания благоприятного для психического развития микроклимата. Воспитатель должен стремиться, чтобы его педагогическое общение с детьми было эффективным и в наибольшей степени способствовало их психическому развитию. Для этого ему нужно знать, чего ждут от общения с ним его воспитанники, учитывать изменяющую на протяжении детского возраста потребность их в общении со взрослыми, развивать ее. Эффективность педагогического общения зависит от умения воспитателя учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Различные формы взаимодействия избирает педагог для общения в аналогичных ситуациях с детьми разного темперамента и возраста. К самым маленьким он чаще выражает особую теплоту, использует ласковые формы обращения, к которым малыш привык в семье. Чуткость и заинтересованность педагога проявляет и в работе с более старшими детьми, но здесь для создания оптимального характера взаимоотношений от него требуется и умение пошутить, а в случае необходимости разговаривать серьезно, строго. Отличается и содержание общения воспитателя с разными детьми, учитываются их интересы, склонности, пол, особенности семейной микросреды. В процессе взаимодействия с детьми педагог использует как прямые, так и косвенные воздействия. Обычно под прямыми понимается воздействие, которое прямо обращено к воспитаннику, так или иначе касается его поведения, взаимоотношений. Косвенными считается воздействие через других лиц, через соответствующие организации совместной деятельности. Сущность такого способа воздействия состоит в том, что управляющий не чинит никаких препятствий и не дает никаких указаний в отношении желаемого направления поведения. Но он так изменяет окружающие условия, что каждая личность в отдельности выбирает именно ту форму деятельности, которая желательно была управляющему. Приведем пример. На прогулке дети средней группы катались на деревянных лошадках и самолетах. Особенно их привлекала лошадка, недавно выставленная на участке. Катались, как и договорились, с детьми по очереди. Сначала девочки, потом мальчики. Вот подошла очередь и к Коле, но Люда продолжала кататься, уступать лошадку ему и не собиралась. «Это моя лошадка, я буду кататься на ней», — в ответ на просьбу мальчика резко ответила она. Коля дернул ее за косичку, девочка заплакала и побежала жаловаться. Воспитательница, наблюдавшая за детьми, не стала никого из них ругать. Она подошла с ними поближе к лошадке. «Посмотрите, дети, какая лошадка стала грустная. Наверное, она обиделась на вас. Она не любит, когда дети ссорятся между собой. Ей тогда не хочется их и катать. Лошадка вас с удовольствием покатает, когда вы будете играть дружно, весело. А сейчас лошадка, наверное, уже и устала. Она хочет есть и пить. Давайте-ка покормим и напоим, и она вас снова будет катать». Дети с удовольствием откинулись на предложение воспитателя. Оптимальность педагогического общения зависит и от способности воспитателя использовать сказку, искусство как средство косвенного воздействия на ребенка. Правильно организованное педагогическое общение создает наиболее благоприятные условия для развития творческой активности детей. Совершенствование педагогического общения, как и всей деятельности воспитателя, важную роль играет психологический климат в педагогическом коллективе детского сада. Спасибо за внимание.